Таджикская алюминиевая компания, или коротко Талка, получила право на разработку ряда золоторудных месторождений на территории Сагдийской области Таджикистана. По оценкам Главного управления геологии, группа месторождений имеет запасы золота в более чем 32 тонны. Таким образом, правительство решило поддержать одно из ведущих предприятий страны. Правительство Таджикистана приняло постановление о мерах по поддержке Талка. Предприятию выдается лицензия на право пользования группой месторождений Кончо-Чискальная в Сагдийской области сроком на 25 лет. Кроме того, в постановлении подчеркивается, что подписной бонус на право пользования недрами устанавливается в нулевом размере. Всего алюминиевому заводу передается 10 гектаров земли на четверть века, без права передачи другим компаниям. Разведанные запасы месторождения 32 тонны золота и почти 15 тонн серебра. В самой Талка отмечает, что это решение принято с целью улучшения финансового положения предприятия. Только в прошлом году предприятие было вынуждено уволить около пятой части всех рабочих, а зарплаты оставшихся сократить на 30%. Если в 2008 году стоимость тонны алюминия на бирже стоила почти $3000, то сегодня его цена ровно в половину меньше. Подтачивает предприятие некоторые патриотические планы руководства Таджикистана. Так, в 2011 году полностью на средства компании был изготовлен и воздвигнут самый высокий в мире флагшток. Сейчас он, кстати говоря, уже далеко не самый-самый. Между тем, в 2008 году посол США в Таджикистане выразил свои опасения в депешах, которые позднее были обнародованы организацией Wikileaks. В них утверждалось, что президент страны Эмомали Рахмон эксплуатирует Талка, цитата, как средство получения дохода для себя, членов своей семьи и своего ближайшего окружения. Доходы от Талка не идут на развитие страны. Их большая часть утекает на внебюджетные инициативы и проекты, такие как строительство дворцов и обильные государственные приемы. Население Таджикистана фактически субсидирует Талка, существует без адекватной медицинской помощи, образования и электричества. Так поможет ли флагману таджикской промышленности золоторудные месторождения? Или причина его упадка все-таки в иной сфере? Мнение эксперта. Я думаю, что на самом деле, если бы у Талка был бы, скажем, грамотный, ну, он не то, что не грамотный менеджмент, но, скажем так, прозрачный менеджмент и эффективный, то я думаю, что они бы справлялись, в принципе, со своей задачей в алюминиевой сфере. Но поскольку мы видим, что несмотря на то, что государство дает им очень значительные объемы поддержки, в первую очередь в виде таких косвенных субсидий, как очень низкая цена на энергоресурсы, в принципе, они потребляют огромное количество электроэнергии за копейки, и при этом они умудряются еще производить алюминий, который, ну, возможно, уже не настолько конкурентоспособен по цене на мировом рынке. То есть я думаю, что глобальная проблема на самом деле не в выборе сферы деятельности, а в принципах их работы и в эффективности. И в принципе, будучи государственным, это предприятие не очень мотивировано на высокие стандарты эффективности. И более того, есть ряд таких схем. Это толлинговая схема работы Талко, как они сейчас работают с алюминиевым. Это очень сомнительной прозрачности, скажем так, схемы. Поэтому, если они сейчас переключатся на новую сферу, почему должно стать лучше? Да, возможно, они будут получать определенный доход. Но, во-первых, надо смотреть, если при своих стандартах эффективности они не очень справляются, то, возможно, государство будет оказывать им еще другие виды поддержки.